Здравствуйте, это Вестник Русского географического общества, и я его ведущий Рустам Сиразетдинов. Начну с главного события недели. В Москве, в парке Зарядье, в эти дни под девизом «Откроем Россию заново, вместе» проходит 4-й фестиваль Русского географического общества. В течение 10 дней гости мероприятия смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов нашей страны. Посетители фестиваля узнают, что путешествовать по регионам России увлекательно и доступно. В программе фестиваля лекции знаменитых ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, а также выступления национальных коллективов со всей России, кинопоказы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с призами. В церемонии открытия фестиваля приняли участие председатель башкирского отделения Русского географического общества Салават Сагитов и исполнительный директор отделения Рима Галеева. Фестиваль проходит на ура. В этом году место такое уникальное – современный парк Зарядье, где настолько красивые архитектурные сооружения и очень большие возможности. И организованы были великолепные лектории, мастер-классы, выставки, музейные экспонаты были выставлены, концертная программа. И вот даже зона жилья, зона жилищ народов России называют. Как раз там мы выставляли тоже юрту, башкирскую юрту. В рамках фестиваля будет еще День Республики Башкортостан, где наша республика будет представлять огромную концертную программу. Наши музыкальные группы, филармония башкирская. Парк Зарядье находится рядом с Красной площадью. Там близко видны башни Кремля. С такого ракурса, когда мы вообще не привыкли когда-либо видеть. И, во-вторых, программа предусмотрена, чтобы жители России, жители Москвы, гости Москвы увидели, какие народы живут в России, как они раньше жили, их быт, культуру, традиции. Москвичи, гости города, они приходят, говорят: а где это Башкортостан? Это за граница же, это же, говорит, не Россия. Я говорю: нет, это Россия. То есть, оказывается, наши жители не совсем знают нашу географию, нашу историю. И для них такое открытие, что, оказывается, столько народов жили, живут. И для них были как раз организованы экскурсии по юрте, как жили, какой быт, чем занимались, как одевались. Особенно вызывал интерес мастер-классы, какие украшения у женщин были. И каждый оберег, каждый орнамент, какой значимость имело. К открытию приехал наш президент Сергей Кожугетович Шойгу. И с ним огромная делегация: Валентина Матвиенко, Совет Федерации, председатель Константин Эрнст, Первый канал, Анастасия Чернобровина, вице-президенты все наши Русского географического общества. И было очень много иностранных гостей. Кстати, сегодня в эти часы в Зарядье проходят Дни Республики Башкортостан. Сейчас на главной сцене фестиваля в Большом амфитеатре парка Зарядье идет торжественная церемония открытия Башкирского культурного центра в Москве. Ее продолжит концертная программа, посвященная столетию Республики Башкортостан. И сегодня утром из парка Зарядье стартовал путешественник из Башкирии, действительный член Русского географического общества Александр Айдаров. Предположительно, его одиночное кругосветное путешествие займет более 2 лет. В течение всего пути будут вести съемки видеодневника путешествия, которые можно будет посмотреть на YouTube-канале Александра Айдарова, а также на телеканале БСТ и «Моя планета». Это была стародавняя мечта, о которой я, конечно же, не собирался рассказывать миру. Я хотел просто собраться и пойти, а потом подумал, что должна быть какая-то миссия. И вот первая миссия, которая и уже возникла в качестве хэштега, а в последующем название проекта «Айда со мной»,
Его основная задача – это пойти самому и показать людям, насколько это, в принципе, доступно каждому. То есть я не просто иду, я еще зову всех в свое путешествие и, кстати, обращаюсь к каждому. Вам нужно будет только заявиться через сайт followme2.world, и вы можете присоединиться к этому проекту, заполнив определенную форму. А потом я посмотрю, одобрим, и будет возможность не только съездить в путешествие, но и поучаствовать в проекте, который мы делаем для нескольких телеканалов, для Ютуба. Вот. Но мысль «Посол геопарка», она пришла, можно сказать, спонтанно. Изначально мне предложили ее на конференции, а в последующем я уже связался с геопарком Янгантау, предложил им такую идею. Она им показалась очень интересной, и они предложили мне заезжать по пути следования в каждый геопарк. Заранее мы будем связываться. Что такое геопарк? Это территория экономического развития. Это очень интересная идея, скажем так, создания определенной территории, где будут, скажем так, развиваться туристические маршруты, различные научные площадки. И вот во многих странах, не только Европы, во всех странах мира, в 123 странах есть геопарки. Ну и я планирую где-то, может быть, 30-40 из них посетить по пути своего следования. И в каждом геопарке меня уже будут ждать. Мы будем ездить на их красивейшие, уникальнейшие места и снимать проект. В процессе поездки я буду практически свой каждый шаг описывать. Это будет и в соцсетях. Также мы делаем передачу. И следующая моя точка – это город Москва, откуда будет осуществляться официальный старт. Официальный старт, он, по-моему, должен быть с 0-го километра нашей страны, и это будет как раз недалеко от Красной площади. Я стартую с фестиваля Русского географического общества, и далее я следую в Питер. В последующем я еду в Европу, начинаю со Скандинавии и делаю траверс Европы вниз до Испании. Вот. С Франции до Испании я хочу пройти какой-то участок пешком. Там есть так называемый путь Сантьяго. Вот. И один из элементов пути я планирую пройти пешком. Далее водным путем я планирую перебраться в Южную Америку, там совершить восхождение на вершину Южной Америки, на гору Аконкагуа, и буду следовать дальше через Северную Америку и в страны Азии. Далее в нашей программе продолжение фильма по следам команды Кусто. Из Средиземного моря мы отправимся на озеро Байкал, которое исследовали французские акванавты. А я с вами прощаюсь. До встречи. Жду откликов и предложений на сайте rgo-rb.ru и в группе «Моя планета Башкортостан» в Фейсбуке. До свидания. Сегодня мне предстоит нырять в районе мыса Драпана, который отделяет залив Суда от Критского моря. Первое погружение вдоль стенки Драпана. Она почти отвесно уходит вниз на 70-100 метров. В кадр попадает еще один потерянный древними греками кувшин, новый для меня вид голожаберника – скорпены. Впрочем, первое погружение всего лишь разминка перед посещением подводной пещеры слонов. На Крите около 300 различных пещер, но самой известной и интересной считается подводная слоновья пещера. Она находится близ Плаки. Пещера была обнаружена в 1999 году. В 2000-м ее исследовали ученые-спелеологи и палеонтологи.
Результаты подводной разведки были потрясающими. В пещере были найдены кости 3 взрослых и 1 молодого слона. Это был новый вид, названный слоном из Хании. Исследования палеонтологов показали, что ханийский слон размером был больше современного сородича, но меньше, чем мамонт. Жили такие слоны 50-60 тысяч лет назад. Их миграция в Грецию была возможна 15 миллионов лет назад, когда на месте Средиземного моря была суша. Еще одна достопримечательность западной части Крита – это озеро Курнас. В переводе с турецкого «Курна» означает «озеро». В 1976 году капитан Кусто побывал здесь, замерил глубину. Тогда она составляла порядка 40 метров. Сегодня озеро немножко обмелело, и говорят, что его глубина где-то 22 метра. Сегодня вокруг озера курортная зона. Оно считается единственным естественным водоемом на Крите с пресной водой. В античные времена на берегах озера отдыхали древние греки, римляне, флорентийцы и турки. Может быть, кто-то из них и запустил в озеро цветных карпов, которые в изобилии водятся в Курнасе и по сей день. Много здесь и других обитателей. Румын по происхождению Ионель Неагоя уже несколько лет работает спасателем на лодочной станции. Узнав, что мы снимаем фильм о Крите, Ионель даже не берет с нас денег за аренду водного велосипеда. С помощью этого плавсредства мы добираемся до середины озера и ныряем на задержке дыхания. По словам Игоря, исток Курнаса, река Армирос, выходит на поверхность в нескольких километрах от озера и впадает в море в районе приморского поселка Георгиуполи. В устье этой реки мы наткнулись на целый культурный слой позднеантичной эпохи. По мнению ученых, когда-то вот здесь, на этом берегу, находились старинные греческие мастерские по изготовлению глиняной посуды. Поэтому весь берег буквально усыпан вот такими вот черепками, некоторые черепки даже с узорами. Все это артефакты, все это вот пришло к нам с античности. А если хорошо поискать, то можно найти и бронзовые изделия. Огромное количество глиняных изделий мы обнаружили и под водой. Ныряли без гидрокостюмов на задержке дыхания. В месте впадения реки в море чувствовался сильный термоклин. Верхний слой воды очень холодный и менее соленый, нижний теплее. При смешивании во время нашего движения оба слоя давали эффект коллагена. Сразу же исчезала резкость в глазах, предметы становились расплывчатыми, мы плыли словно в прозрачном киселе. Однако стоило нырнуть чуть поглубже в теплую морскую воду, и все становилось на свои места. Ну что ж, 2 дня мы ныряли в западной части Крита, в области Хания. А сейчас едем на юг. Южное побережье Крита омывает Ливийское море. Так что будем сегодня нырять в Ливийском море. Ливийское побережье Крита. Дайв-центр Калипсо. Местная хозяйка, ассистент инструктора Пади и профессиональный подводный фотограф венгерка Беатрис Баги гостеприимно встречает нашу группу. Для меня эта бухта самая прекрасная на всем побережье. Здесь всегда чистая вода, красивые скалы, на дне много интересных объектов. Есть даже небольшая затонувшая рыбацкая шхуна. Можно встретить все виды рыб, много осьминогов, мурен-групперов. К сожалению, история умалчивает о том, посещал ли капитан Кусто со своей командой бухту Калипсо. Но, согласитесь, это даже звучало бы очень красиво. Корабль «Калипсо» вошел в бухту Калипсо. Байкал – это точка на карте мира, которая имеет огромную, ничем не преодолимую силу притяжения. Уникальность этого самого чистого, самого глубокого и самого загадочного озера на планете привлекает внимание человека на протяжении столетий. Легендарный французский исследователь морского океана капитан Жак-Ив Кусто тоже пытался раскрыть тайны Байкала. Не имея возможности по состоянию здоровья самому отправиться в дальнее путешествие, Кусто снарядил на Байкал экспедицию.
В конце 90-х на экраны вышел фильм, который снимался целый год «Зазеркалье Байкала». Наступил новый этап Одиссеи по следам команды Кусто. Я и мои друзья – участники экспедиции башкирского спутникового телевидения в Иркутске. Мы проехали более 4000 километров на внедорожниках, чтобы попасть сюда из Уфы. В Иркутском лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук мы постигаем Байкал. Мы узнаем тайны, которые так стремился в конце 90-х годов прошлого столетия разгадать капитан Кусто. Мы находимся в лаборатории ихтиологии Иркутского института лимнологии. Передо мной просвечивающий электронный микроскоп. Он способен увеличивать микрочастицы в 600 тысяч раз. Иркутский лимнологический институт – уникальный научный центр. Возраст Байкала около 25-30 миллионов лет. Лимнологический институт в сравнении с объектом своего изучения не просто юн, он и не родился соответственно. Однако за десятилетия своего существования этот научный центр раскрыл столько байкальских загадок, что их хватит на несколько поколений человечества. Мощнейшие электронные микроскопы позволяют иркутским ученым заглядывать в тайны бытия первичной материи. Пробы, взятые на дне Байкала, разбираются до уровня клетки. А вообще Байкал и человечество, по мнению академика Михаила Александровича Грачева, директора Иркутского лимнологического института, вещи несопоставимые, как бы это странно ни звучало. Если вдуматься, это действительно так. Сколько лет Байкалу и сколько лет человеческой цивилизации? Как это дико не звучит, но если бы все человечество утонуло в Байкале, его берега поднялись бы всего на 1 сантиметр. Тьфу-тьфу. И даже в наш техногенный период Байкал способен пережить всю человеческую агрессию, настолько он силен и могуч. Он как планета в планете. Приблизившись и коснувшись его, чувствуешь это. Уникальность его заключается в том, что он уникальный. Это самый крупный в мире пресноводный водоем. Глубина рекордная. 1,5 мили, нет, 1 миля, 1637 метров. Но он уникален во всех отношениях. Вода у него замечательная и по вкусу, и по своим качествам. 3500 эндемиков, по-видимому, больше, чем во всей остальной Сибири. Впрочем, каким бы великим ни был священный Байкал, от нашего брата ему достается по полной. Просто у него сил больше на миллионы лет, чем, например, у обычного среднестатистического российского озера. Многотысячные армии туристов со всей страны, со всего мира стремятся к великому Байкалу, и не всегда они лояльны к дикой природе. Во время наших поездок по острову Ольхон не раз встречали мусорные свалки. Просто дико. Стоп, мы пошли по следам вандалов. Нам стоит вернуться на заданную тропу по следам команды Кусто. Французская экспедиция снимала фильм на Байкале в 96-97 годах. Съемки велись все 4 сезона – осенью, зимой, весной и летом. Большей частью команда Кусто работала на восточном побережье Байкала, со стороны республики Бурятия на территории Баргузинского заповедника. Тем не менее, всю необходимую помощь в научном плане, в обеспечении водным транспортом, водолазной поддержкой французам оказывали сотрудники Иркутского лимнологического института. Игорь Ханаев – руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга лаборатории ихтиологии. В конце 90-х он еще не нырял, был сухопутным сотрудником института. Тогда Игоря просто потрясла экипировка команды Кусто. На тот момент, наверное, конечно же, все участники совместных экспедиций с нашей стороны облизывались. Облизывались, начиная от того, что они впервые к нам привезли реблизеры, хотя, в принципе, реблизеры у нас прекраснейшие на вооружении нашей армии. Но, еще раз, конечно же, смотрели, завидовали мокрым костюмам, в которых они ходили. По-моему, даже и в наборе их был и сухой костюм. Ну, а с другой стороны, то есть смотрели, восхищались какими-то определенными ихними моментами, мелочами, а вы сами понимаете, что такое для дайвера железки. А с другой стороны, восхищались и хвалили свое, то, что в некоторых отношениях до сих пор не создано превосходящего.
С открытием навигации на Байкале корабли Limnological института возобновляют свою кропотливую работу по изучению его ихтиосферы. Научно-исследовательское судно «Папанин» бороздит просторы Байкала с 2006 года. Экипаж «Папанина» – 4 человека. Ежемесячно в навигацию «Папанин» участвует в 2-3 научно-исследовательских экспедициях. Экипаж судна помогает ученым брать пробы воды и почвы, собирать научные материалы на Байкале. «Папанин» принимал участие в обеспечении всемирно известного погружения на дно Байкала глубоководных батискафов «Мир». Кстати, во время погружения глубоководных батискафов дно Байкала увеличилось на несколько метров. До этого максимальная глубина озера была зафиксирована у восточного берега острова Ольхон на отметке 1637 метров. «Мир» нашел новую впадину. Северо-восточная оконечность острова Ольхон, бухта Угой. Именно здесь ученые зафиксировали наибольшую глубину Байкала – 1642 метра. 5 метров вроде бы немного, когда смотришь горизонтально на дорогу. Но когда переводишь взгляд в иную плоскость, вертикально, под воду, дух перехватывает. Мы в Байкал ныряли не глубоко, скажу честно, просто не хватило времени. Но даже и на тех глубинах, на которых мы побывали, впечатлений было очень много. Наверное, те же самые чувства испытывали и четверть века назад на Байкале французские аквалангисты из команды капитана Кусто. Академик Грачев хорошо помнит байкальскую одиссею команды Кусто. Для Иркутского лимнологического института это было большим событием. Это был замечательный визит. Приехали профессионалы высокие. Один из них, как сейчас помню, они снимали не один сезон, зиму снимали тот же. Один француз упал на льду, вывихнул себе сильно ногу. Возили мы его в областную больницу. Ему там поставили так называемый рауш-наркоз. Хирург поставил, дернул ногу, она встала на место. Француз ушел своими ногами. Но это отдельные кадры. Я, конечно, не сопровождал экспедицию. Отдельные кадры попали потом в кино, которое Кусто снимал. Как сейчас помню, как человек там как-то птицу, чайку или баклана гладит вот так вот дикую птицу по голове. Это потрясающий кадр совершенно. Он у нас где-то есть. Но ныряли они под водой, над водой, там, на вертолетах, как угодно. Колоссальная была экспедиция с потрясающе красивыми кадрами. И вот представьте себе, что полностью готовый фильм не пошел в прокат, потому что Кусто умер. У каждого в жизни должен быть свой Байкал. К такому выводу я пришел, вернувшись домой из экспедиции. Но для этого не обязательно газовать 1000 километров через полстраны. Байкал – это абстрагированное понятие. Это как наивысшая точка самосовершенствования, к которой нужно всегда стремиться. Для капитана Кусто и его команды никогда не существовало преград. Зарядившись одной идеей, эти сумасшедшие, в лучшем понимании этого слова, морские исследователи, вопреки всем ветрам и прогнозам, могли преодолеть 1000 миль для того, чтобы проверить свои порой сомнительные догадки. А сам великий командор готов был продать душу дьяволу, чтобы воплотить в жизнь свои великие морские мечты. Да, одной жизни не хватит, чтобы пройти по его следам.